Ну что, привет, друзья! У нас очередная серия кругосветного путешествия «Мы таджики 5». Встречайте, Сано Колонова, таджикская путешественница. А почему Сано сегодня и серия про Турцию? Потому что мы месяц ехали, я ехал с детьми, и мы ждали того момента. Прилетает мама, долгожданная мама для детей. Она должна была прилететь в Стамбул, а нам после границы с Батуми до Стамбула ехать, по-моему, если не ошибаюсь, там 1800 километров или 1700 километров, 3 дня. И вот мы летели до Стамбула, чтобы наконец-то увидеть маму. Но до Стамбула у нас были интересные приключения. То есть в Мы таджики 1, когда мы ехали на мотоциклах, мы заехали в Турцию. С нами был турецкий мотоциклист Уйнал. И он сказал нам: ребята, я вам сейчас покажу одно место, очень интересное. Оно не туристическое, туда приезжают только сами турки, но никому об этом не рассказывайте. Мы сказали: ладно, и вот мы на 4 мотоциклах въехали в это место. Это место называется Айдыр. Айдыр – это красивое большое горное ущелье. Детки, салют. Вот такой чудесный городок, который называется Айдыр. Находится примерно 60 километров от большой трассы. И идет строго-строго наверх. То есть заезжаешь на хорошую высоту, на которой растут кедры, ели. Ну, это такая вот красивейшая природа. Все в облаках, свежо, все в шали. О, чьи-то дети. Вот, мы прошвырнулись, нашли, ну, наверное, самое дешевое жилье. К сожалению, цены здесь такие зашкальные. Чтобы поставить просто свою же палатку, ты должен заплатить примерно $10, чтобы свою палатку поставить. Вот так. Но мы прошлись и нашли более-менее что-то дешевое. Нашли за 120 лир маленький трехместный номерок. Маленький-маленький. Это примерно $26-25. Примерно вот так. Идем, дождик, моросит. Так идем. А вот наша костичка. Такой вид это сумасшедший. Мы прямо над облаками. Ну, чуть-чуть под ними. Хорошо. Сейчас покажу вам номер. Держи. Вот такой номерок. Маленький, трехместный. Все обделано деревом. Привет. Со всеми удобствами. Туалет, ванна, все есть. Самое главное, есть вид на природу. Так что мы таджики в Айдыре, Турция. Дети, всем привет! Привет из Турции! Вот агитационная компания. А это кто у нас? Ага, младшой. Да, вот такое вот интересное место. Деревенька. С кучей туристов. Но что интересно, здесь нет ни одного иностранного туриста. Туристы все местные, то есть сюда не приезжают туристы, они об этом месте не знают. А здесь куча именно, наверное, скажем, турков, которые приезжают сюда отдыхать с семьями.
Очень интересно. В свое время, когда я здесь путешествовал на мотоцикле, меня местный байкер уйнял сюда привез, показал это место. И вот теперь я с ним делюсь со своими детками. Пусть видят. Красотища, вид классный. Вот наша гостишка. Вон та. А чем она знаменита, чем она интересна? Во-первых, сами турки сюда отдыхают. Ни одного иностранца там нет. Там все в отелях, в шале, лес хвойный, прекрасная погода, высота такая приличная. Надо еще доехать километров там 30 наверх. То есть местечко вот такое, колоритное. Когда я был первый раз там, мы были с тобой вместе на мотоциклах. Да. Чем оно мне понравилось, это своими интересными традициями. Там были мужчины, которые пели и которые танцевали. Этого я не видел нигде. То есть мы объездили всю Турцию. Это будет попозже, но я потом скажу. Но вот такого, как в Айдыре, я не видел нигде. Я не знаю, что это за традиционный танец. Вы увидите его в кадре. Но всегда я думал, что волынка, история волынки начинается с Шотландии. Оказывается, нет. Оказывается, в Турции волынка тоже есть, она присутствует. Причем очень неплохо играется, скажем, и по ней очень неплохо танцуется. Этот завораживающий танец я видел уже второй раз и специально привез своих детей, чтобы они посмотрели это место, чтобы они почувствовали колорит вот этот и посмотрели вот на этот танец, где танцуют только мужчины. Женщин там не было. Это создает свой интересный такой момент. Очень интересный, очень завораживающий. После того, как мы погостили в этом интересном месте, провели там ночь, я повел детей по этим местам, мы увидели эти танцы, увидели эти песни, поели вкусной турецкой, наконец-то, еды после месяца яичницы папиной. Мы уже дули в Стамбул просто вот насколько уже возможно, потому что ждали прилета мамы. У нас были города, да, до Турции, это у нас был Трабзон, если не ошибаюсь, Ризе, там небольшие города, мы в них не останавливались, мы просто прилетали, останавливались, вся дорога идет по морю, останавливались, делали кемпинги у моря, ставили палатки с детьми, засыпали под шум волн, просыпались под, я не знаю, рассветы такие, да, вот, и я видел, что дети, они купаются, они бегают, они сами научились ставить палатки, они научились готовить еду, то есть это было здорово. Команда, которая работала, да, я вот там что-то делаю с машину, там сын готовит там яичницу, младший там кидает камни в море, там, вот такая. Турция вообще оставила самые, наверное, яркие, самые классные воспоминания, потому что этот путь был с семьей. Доброе утро, страна! А у нас, у путешественников, утро доброе начинается с вкусным чаем, с Ахмад-чаем. Так что спасибо, Ахмад-чай, дорогие вкусняшки. Ой, хорошо. И вот он, Стамбул! Мы въезжаем в аэропорт. Мы бежим, там рейс ждем, там где там мама, где мама, и вот выходит мама. Да, 5 часов полета Душанбе, Стамбул. Такой вот долгожданный, месяц не видела семью, детей. Момент, когда дочь поступала, как раз она поступала, тут Фархот уезжает, детей забирает. Помню, как мы провожали на Варзубе, стояли, они все уехали, байкеры сопровождали. И я так с дочкой осталась, то есть мужская половина нашей семьи, она уехала в путешествие, женская половина осталась в Душанбе. И как-то
такое было поначалу опустошение, какая-то я была расстроенная, села там на топчанчик в местечке Чорбет на Варзобе у речки, говорю: Камил, давай посидим, что-то так грустно, как-то непривычно, как они, месяц в пути с детьми, когда я их увижу, а вдруг, а что, а как, дорога. Так мы что, не попрощались нормально? Мы толком не попрощались. Здесь Там проводы, толпа, байкеры, люди. Куча народу, сопровождение. И все как-то хотят попрощаться. Да, Я вот прощаюсь да, с каждым байкером, мне желают удачи в пути. И вот я боковым зрением вижу, жена рядом, да, она ждет момента. Глаза вот так вот дергаются. А вот никак не могу даже дойти. Вот давай, дружище, там, езжай, там, ни пуха, ни жезла. И вот жена, и мы уже садимся, и как-то вот пока, прощай, любимая, пока, и как-то вот сел я и поехал. И вот этот момент я вспоминал много-много раз, что не попрощался, я уехал, как-то было все скомкано, как-то вот непонятно, и ну вот так вот. В суматохе, да, на самом деле, и потом, когда уже ты понимаешь, что все, уехали, когда вернуться, когда с ними встречусь, это дорога дальняя, что может быть в пути, что может произойти. Конечно, я всегда стараюсь поддерживать своего супруга в его идеях, в его начинаниях, в его проектах, потому что он у меня бесшабашный. 25 лет вот мы живем с ним вместе, постоянно Фарход полон идей, полон каких-то вот прям бредовых идей. А как, а что, 3 детей, как быть, что делать? А он мне в ответ: я за тобой, как за каменной стеной. Ну, то есть все вот будет нормально, пробьемся. Села на топчан, там на Варзобе, помню, аж прослезилась, а дочка меня успокаивала. И, естественно, я не знала, когда к ним лететь, когда они будут в Стамбуле. Ну и вот и постоянно мы вот в переписке, в телефонах, и уже он мне так вот все, вот буквально там за 3 дня до прилета бери билет, прилетай, все уже невозможно. Вот я с ними и живу. Мне дали порулить БелАЗом. Алейкум, Таджикистан! Что знает обычный обыватель о Турции? Большинство из нас знает слово Анталия, иногда Кемер, иногда Белек. Стамбул. Бизнес. Стамбул бизнес, да. А если выехать чуть подальше, там начинается Турция, от которой, в принципе, можно в нее влюбиться, можно в ней остаться. Я вам так скажу. Это интересные места, это Алания. Катаясь по Турции, мы узнали очень много интересного. То есть, что в понимании нормального обывателя турист Турция? Это Стамбул, Анкара, Анталия, Кемер, Белек. Ну, примерно что-то в этом роде. Столько красивых мест, о котором нормальный турист и не знает, их не рекламируют. Например, вот как сейчас, Алания. Мы едем по Алании, это такая красотища вообще. Море, горы, высота, перевалы, миллион отелей. Здорово, очень вкусно, приятно, как великолепные дороги. И походу это место не очень разрекламировано, потому что, по крайней мере, я о нем не слышал никогда. Но оно оказалось намного красивее, чем все Белеки и Кемеры вместе взятые. Вот примерно как так. Вот сейчас вид за окном такой сумасшедший. Едем, прям напоминает дорогу. Мы когда путешествовали по Америке, шоссе номер 1 называлось, Highway number 1. Тоже по океану, тоже красота, тоже горы. Фантастика, фантастика.
красивейшее место, которое я прям влюбился в Аланию. Оно много-много раз мне снилось. Это интересное место Каппадокия. Вы, наверное, слышали и видели эти фотографии с воздушными шарами. Это та сторона Турции, это, скажем так, очень интересные памятники архитектуры. Это история, это легенда. Это вообще, можно ехать по Турции вечно, передвигаться и смотреть все эти интересности, не переставая. Вот. Так что мы были в Стамбуле 3 дня, счастливых 3 дня, походили по всем достопримечательностям и потихонечку тронулись в путь. Я примерно построил план, где мы не были, как мы будем передвигаться. И вот наша дружная команда, я, жена, сзади 2 детей, наш скарб, маленький наш джипик, маленький домик на колесах, и мы рванули к морю. То есть мы проехали все очень туристические места, такие как Бодрум, там есть такие места, где отдыхают, ну там, скажем, элитный дорогой отдых. Нам он был абсолютно не нужен, мы ехали вниз, заехали в городок Кушадасы. Да. Причем заезжали в него случайно, просто вечером мы заезжаем в какой-то маленький городок, а городок оказался, он расположен вдоль пляжа, красивейшее место, в котором очень мало иностранцев, Эгейское море. Эгейское море, очень много туристов самих турков, очень дешево, много кемпингов, мы прямо на берегу в кемпинге остановились, вот у нас море, вот у нас закат, вот этот городок прибрежный весь светится, миллион кафешек, музыка, сами турки ходят, улыбаются, здороваются. Такая атмосфера классная, какой не было ни в Кемере, ни в Анталии, ни в Белеке. Вот, мы там провели ночь в кемпинге. В кемпинге. Да, это было великолепно. Я поставил палатку, то есть... Детей наших обожгли медузы, я помню. Ну, не без Очень этого. сильно. Не без этого. О, детки проснулись, конфетки. Так, будни путешественников. Так, что у нас сегодня на завтрак? Ух ты, серьезно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ох, 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 как вкусно. Ладно. Ну ладно, здорово. Дети, как дела? Сейчас на море пойдем. Понятно, только проснулись. Лови, лови, это наш завтрак. Лови ее, Фарзон. За хвост ее, за хвост. Оп. Оп. Это нормально. Вкусняшка. Здорово. В городе, в котором мы хотели остановиться, это была Анталия. То есть в Анталии нас встречали уже друзья. Нет, до Анталии мы были в Эфесе, мы заехали в Эфес. Да, точно. О, видите, жена вот тут. Мы заехали в Эфес. Да. Что Там было... очень, да, там находится 7-е чудо света. Одно из чудес света. Этот храм Артемиды. Храм Артемиды. Или, вернее, все, что от него осталось. Да, это остатки. Там красивый столб. Да, остатки храма Артемиды, там руины, скажем так. Ну, интересная энергетика. Все равно увидеть одно из чудес света, это все равно того стоит, чтобы заехать. По дороге очень много амфитеатров, очень много построек классных. Мы там провели день, походили, побродили по руинам, сделали много замечательных фотографий, начитались истории. Вот. Я там себе купил первый мой музыкальный инструмент в пути. У меня было очень много. Я потом соберу очень много музыкальных инструментов. Это будет моя такая, скажем, фишка в каждой стране, в каждом интересном месте какой-то покупать музыкальный инструмент. И я там купил свою первую флейту. Она была из оливкового дерева. Вот. И очень долго я с ней... Не только они, дети, мы все свистели, дудели в эту флейту. Она до сих пор со мной, до сих пор есть. Да, музыки какие-то там придумывали, было интересно, танцевали в машине. Ну, прикольно была такая обстановка, атмосфера семейная, душевная, теплая. Классно. Дальше мы поехали. Дальше у нас, по-моему, была Анталия. Да, заехали в Анталию.
Заехали в город Анталию, и тут началось. На самом деле сегодня были выборы, и победил Эрдоган. И люди выехали все с флагами, устроили огромные пробки, едут, радуются, везде флаги, везде машут. Блин, праздник какой-то. Ну, видно, правильный правитель, раз сколько народу вышло его встречать. Смотрите, как радуется. Салам алейкум. Вот как-то так. Ну, дай Бог им здоровья. Нам бы до гостиницы добраться, мы устали. 12 ночи здесь, а люди радуются. Хорошо. Мы на GG5, Анталия, выборы Эрдогана. Нас встретили друзья, да, то есть ребята таджикистанцы, которые живут в разных странах, они видели нас, они видели по соцсетям то, что мы едем, и вот нас как-то вот нашли, пригласили, угостили, мы жили 3 дня. Да. Алиджон, привет! Спасибо тебе большое. Спасибо за гостеприимство. Да. Прожили 3 дня у Алиджона дома. Это наш, скажем так, соотечественник Алиджон, который много лет живет уже в Турции, у него там семья, у него там все хорошо, все здорово, молодцы. И вот мы жили в Анталии, ходили, бродили по этому замечательному городку. Мы не ходили там, где были 5-звездные отели, мы ходили там, где было все просто, уютно и нормально. Бродили по мостовой, по набережной, кушали вкусную турецкую еду. То есть 3 дня прошло так здорово, так классно. Так что я помню, как мы выезжали с Анталии, мы попрощались, тепло попрощались с нашими друзьями, они нам надарили кучу подарков, мы им оставили флаги Таджикистана, у нас были очень много флагов, и, как вы помните, я каждому таджику старался подарить флаг, память о нашей родине. Ушло больше 1000 флагов, я об этом говорил в первой серии. Вот, я помню, вот мы выезжаем с Анталии, и вот побережье красивейшее, море и одни отели, огроменные отели, они, я не знаю, по 2, по 3, по 4, по 5 километров длиной, мы едем, ну, я еду за красотой природной. Мне не нужны отели, мне не нужны мегаполисы, мне нужна природа. Вот Анталия, она красивая, но она мне в момент природы она не дала. То есть это вот красивые туристические отели, это красивый город, это есть где погулять, есть что покушать, миллион кафе-баров и т.д. и т.п. Но это не зачем я ехал. Очень интересный момент был у детей, когда вот мы ехали по разным странам, это все эти здания пропускать через себя. То есть
я специально, например, говорил детям, идите в магазин, купите то-то, 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 чтобы они шли и вот снова в новой стране, с новыми деньгами, умели пользоваться, знали примерно курс, знали, что покупать, знали сроки гарантии. И вот я делал такие эксперименты, и у них получалось. То есть они знали цену деньгам. Вот маленький собирал монетки от разных стран, копил, это было интересно. То есть он отличал эту монетку от той, с какой стороны это деньга, от той денег. Это все опыт. Это рано или поздно пригодится. Да, это жизненный багаж, который дети в таком возрасте получили. Скажут, я уверен, завтра там, я им скажу, ребята, езжайте туда, они поедут. Уже забегая намного вперед, вот прошло уже 2 года, мой старший сын, он сейчас учится в другой стране, он сам путешествует. То есть вот тот опыт, он пригодился. И он уже говорит, папа, я еду туда. Он берет рюкзак, все, автостопом, рванул туда. Папа, едет туда, собирает рюкзак, сел на поезд, поехал туда. Вот он, опыт, который был в том возрасте, он пригодился. Он знает, что покупать, куда ехать, что кушать можно, что нельзя, куда можно ходить, куда нельзя ходить. То есть вот этот опыт, он нужен, я не знаю, в следующей жизни. Даже, может, не в путешествиях, это жизненный опыт, который нужен всегда. И при работе, и при друзьях, и в отношениях с любимыми. Этот багаж, он приходит с путешествиями. Там это некомфортная рамка, там наоборот все. Но самое реальное, я думаю, получаешь, когда выходишь из комфортной рамки. Это самое интересное. Ну и потом еще плюс то, что когда вот дети самостоятельные в чужой стране, они становятся более коммуникабельными, мобильными, общение с другими людьми в чужой стране, другой язык, то есть даже возьмем ту же самую Грузию, да, там акцент другой, там люди другие, ту же самую Турцию, да, там где-то нужно выговорить объяснить что-то на английском, я не знаю, плюс там наш узбекский, там это все вот общение с другими людьми, с другим народом, это тоже в пользу. Они стали более коммуникабельными, мобильными, то есть практика, хорошая практика. Песок мягкий такой. Wow, it's people inside. Don't be afraid. Wow, who is this? Мы направили колеса нашего автомобиля в интереснейшее место. Это одна из жемчужин Турции, знаменитейшее место в мире. Называется город Иерополис. В простонародье он Памуккале, то есть это место, где сама Клеопатра в свое время принимала ванны. Привет! Мы где? Ванна Клеопатры. В ваннах Клеопатры, правильно. Так, помолодела? Красивая стала? А я постарел. Ванны – это природное явление, минеральные ванны, в которых белая вода. Говорят, в этом был, это известь, да, в этом был секрет ее вечной красоты и молодости, потому что принимала ванны там. Нам было интересно посмотреть, нам было интересно там покупаться, принять ванны. Мы омолодились, покрасивели. Да, мы рванули туда, походили. На самом деле этот город Иерополис, он знаменит не только ваннами, там очень много руин, очень много старых
старинных построек, очень много замков, амфитеатров. То есть там можно провести время нескончаемо долго. Вот, мы бродили, мы смотрели, мы снимались, читали информацию про эту старину, откуда, что, как. Естественно, покупались в этих ваннах, побродили там, походили, посидели, помочили ножки. Это того стоило. Если будете путешествовать по Турции, обязательно заедьте в город Памуккале. Всем привет с Рио-де-Жанейро, со знаменитого пляжа Копакабана. Салам алейкум. Всем еще раз привет. Абсолютно отвратительные люди. Проносится перед тобой. Куда я еду, я еще не совсем понимаю, что меня ждет на протяжении целого года. Давайте. Ну, на самом деле, уже запутался. Нам очень повезло, что наше 20-летие нашей свадьбы, семейной жизни прошло в самом романтичном городе мира, в городе Каппадокия, да, это город Гюреме. Это, если вы видели картинку, а вы точно ее видели, когда поднимаются сотни воздушных шаров, это вот на рассвете, это и есть Гюреме. Это мечта всех влюбленных, это мечта всех романтиков, это мечта провести там, сделать свадьбу всех, я не знаю, кто женится и выходит замуж. Великолепнейший городок, вот такой красивый. И вот мы поехали туда и именно попали, провели день в день. Вот мы поехали вечером, а завтра у нас день свадьбы. 27 июня, да. 27 июня, месяц нашего пути и 20-летие свадьбы. Мы приехали в этот великолепный город, остановились в маленьком кемпинге. Я уже не помню название, прямо в центре города Гюреме. Чем он интересен? Весь город состоит из известняка. Вот эти маленькие горки, внутри, походу, очень мягкий материал, потому что жители, они делают внутри в полостях жилища и там живут. То есть это интересно. Да, пещерки, в этих пещерках живут люди, современные люди, там современные гостиницы, современные хостелы, рестораны. Удивительное место, когда вот, скажем так, ну, я не знаю, в пещерах когда жили? Тысячелетия назад. А сейчас это все облагорожено, это все сделано красиво, культурно и недорого. Люди там живут. И, естественно, фишка – это воздушные шары. Каждое утро в 5 утра с рассветом поднимаются сотни воздушных шаров. Мы как-то насчитали, было 97 шаров, а это не маленькие шары. Это огроменные шары, вы увидите эти кадры видео, насколько машинка маленькая по сравнению с этими шарами. А снизу гондолы по-моему, от 10 до 20 человек, если не ошибаюсь, поднимается, смотря от размеров гондолы и от вип-мест в ней. Вот, везде, повсюду. Можно даже арендовать собственную. Ну, это... И такое можно. И такое можно. Очень много красивых площадок по городу Гюреме, где проплывают мимо шары. Эти площадки заранее букируются, бронируются, и там происходят фотосессии. Везде фотосессии, люди женятся, выходят замуж, влюбленные делают предложения, дарят кольца, целуются. Это романтический город на свете. Вот, я не знаю, для меня воспоминания там, плюс день нашей свадьбы, плюс семья рядом, плюс эти шары. Закат, рассвет. К сожалению, мы не поднялись на шарах, это было чуть-чуть нам неподъемно дорого. Мы ехали очень скромно, живем в палатках, поэтому цена примерно на человека стоила, по-моему, от 100 до 120 евро, если не ошибаюсь, на одного человека. То есть на всю семью это было бы накладненько. Поэтому мы были внизу, смотрели на людей, немножко им завидовали, они махали нам ручками. Мы тоже им махали. Ну, все равно семья была рядом, день был великолепнейший, красивейший. Мы встретили рассвет, над нами поднимались шары. Интересно то, что шары не просто поднимаются, опускаются, они еще и плывут. То есть там часа полтора плывут по всему городу, отпускаются, поднимаются. И ты тоже по городу ходишь, видишь, прям в 10 метрах от тебя поднимаются шары, люди тебе машут, ты их слышишь, ты кричишь им, они тоже радостно кричат тебе. То есть атмосфера вот такая потрясная. Романтика просто везде. Весь эфир наполнен романтикой. Классное место. Вот туда бы возвратиться еще раз с семьей и подняться на шарах. Эх, на 30-летие. На 30-летие нашей свадьбы, дай бог, мы таджики 15, мы пойдем там. Вот такие вот интересные моменты были в этом интересном городе. Ну, пробыв там какое-то время, вот, мы уже направились, к сожалению, вот отрезок от Каппадокии до Стамбула, он был грустный. Почему? Потому что я знал, что в Стамбуле семья будет улетать, мы расстанемся. Вот это был хороший подарок, скажем, в тур, чтобы мы вместе собрались. Ехали грустненькие, приехали в Стамбул.
Стамбул, проехали через Анкару. Через Анкару, Да. да, даже в Анкару не стали заезжать. Мегаполис огромный. Мы остановились в кемпинге, приехали в Стамбул, в тот же самый маленький отельчик в центре Стамбула. У нас был вечер вместе, мы грустно гуляли, взявшись за руки, много обнимались, много говорили. Вот, все понимали, что завтра нам нужно будет расставаться, что семья уезжает. Мне ехать в неизвестность. Когда рядом с тобой семья, ты все равно ты окрыленный, едешь, все город свернешь. А вот завтра нужно будет ехать одному. И этот год растянется не на год, а на 2. И будет столько проблем. Ой. Грустно было, да, на самом Ой-ой. деле. Кто бы знал, что будет впереди. Да. Ой-ой-ой, там будут меня и грабить, и убивать, и расстреливать. А будут и хорошие моменты, и закаты, и рассветы, и много таинств, и много магии, много всего интересного. Ой, кто об этом знал? Тогда я об этом знать не знал. Тогда настало утро, мы позавтракали, собрались. Я помню, ехали молча в аэропорт, Молча, все молчали, да. тихо, так как-то было грустно. Как-то скомканно попрощались, Да. как-то все это Вообще как бы, прошло как-то вот, да. блин. Эх, Мы приехали, я помню, в аэропорт, пока ехали, попали в эту пробку. Ты нервничал еще, я помню, так это сильно. И Я как думал, бы мы это, опоздаем, быстрее. Да. У Ох. него тут уже это Шенген, нужно эту зону пересекать, ехать в Европу, а там сроки, вот это вот. визы горят, Визы следующие да, из одной визы. страны в другую. Вот это вот все вот так вот накатывает. Эйфория прошла, Эйфория семейная, прошла. и уже начиналась. У нас билет обратно, детей забираю, улетаю в Душанбе, он уезжает дальше, и вот это вот как-то все непонятно было, да? Грустно Да, мы как-то попрощались. Да. Были хорошие слова: береги детей, береги себя, я обязательно вернусь. Вот там было, я скажу так, наверное, настоящее прощание, потому что когда мы прощались в первый раз, там были много людей, байкеры, проводящие люди. Там, Ну, там были дети рядом. Да, а здесь вот сейчас семья от меня уезжала, это было очень грустно, потому что я привык, мы практически месяц ехали вместе, вот с утра и до утра с детьми, плюс супруга с нами еще 2 недели провела, неделю с нами провела. Эх, 2 недели, да, мы были? 2 недели вместе были, да, эх, да, я помню момент, когда вот все, двери захлопнулись, мы обнялись, вот дети уходят с чемоданами, грустно оборачиваются, я на них еду, мы оборачиваюсь, даже вообще всплакнул в там. самолете дети, вот молча, вот мы летели, они вот молчали, ни о чем не говорили, тоже были грустные, потому что мы все переживали за нашего папу. Вот, я думала, в каком он там состоянии, один остался. Один. Вот я помню потом писала ему, как ты, что ты, звонила, когда уже прилетели. Он, да вот, сижу, говорит, на берегу моря, думаю, говорит, один, говорит. Меня почему-то дорога Понятно. привела к морю. Вот это было удивительно. Да. И вот семья уехала, я вот еду, грусть такая, да, а я еду в никуда. Никуда. Просто в никуда, просто я еду, да, вот такая вот медитация дорожная, еду. И я очнулся, когда я приехал, есть пирсы в Турции, где вот спускают на море суда, там, не знаю, кораблики, яхты. Прям в спуск к морю. И вот я остановился, вот прям море возле бампера плещется. Я вот там просто провел час. Это была какая-то перезагрузка, наверное. Она мне была нужна, потому что семья ушла, мои крылья ушли. Но мне нужно было снова взять себя в руки, потому что впереди был весь мир. Весь мир, но уже один. Да. Ты один на один со всем миром. В таком возрасте, вот младшему было 11, старшему 14, для них это был очень хороший опыт проехать именно с отцом, как бы обрести вот это вот мужское какое-то вот, ну, конечно, они, смотря на своего отца, они получили очень хороший пример. Рай. Рай. Туда заехали. На самом деле рай. Мы друг без друга, как действительно, ну, крылья. Будете путешествовать тогда, когда семья рядом. Но он изменился. Нет, конечно, человек вообще, он вообще, я же говорю, он сильный человек, он очень такой упорный. Ну, мысли, конечно, были всякие, пока он был в дороге, разные были мысли, но мы всегда молились. И с ним и расслабляться никак не получается. Наши дороги разъединятся. То есть я пойду дальше один в Грецию, а семья возвращается обратно домой. Это очень хорошо, что он здесь и сейчас, и, блин.